Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Якутия станет примером для роста IT-бизнеса в российских регионах. К такому выводу пришли участники состоявшегося накануне в Якутске межрегионального совещания лидеры цифрового развития. Какие еще возможности открываются для Якутии в сфере цифрового развития, мы поговорим сегодня с гостем нашей студии. Это министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия Анатолий Семенов. Анатолий Аскалонович, здравствуйте. Добрый день. Ну, Якутия стала четвертым регионом, в котором прошел вот такой большой семинар, такое межрегиональное совещание «Лидеры цифрового развития». Какие цели ставились, удалось ли их достигнуть и почему наш регион был выбран для проведения в четвертый раз? Ну, действительно, для Якутии переоценить это мероприятие очень будет сложно, потому что такого масштаба мы, наверное, мероприятия не проводили. Почти 80 субъектов Российской Федерации на уровне вице-губернаторов, министров, курирующих цифровизацию, 20 федеральных органов исполнительной власти, то есть это и Министерство транспорта, энергетики, строительства, здравоохранения, почти все отрасли, которые в том числе тоже сейчас занимаются цифровизацией, все приехали в Якутск, плюс институты развития и крупный IT-бизнес, в частности даже был руководитель таких крупных корпораций, как Ростелеком, был руководитель государственного предприятия «Космические системы», который занимается спутниковой связью, 1С, ну и очень многие другие, систематика. И на самом деле в этом году он прошел необычно, потому что мы практически предложили новую форму проведения, то есть мы дали возможность выступить регионам самим, рассказать про лучшие региональные практики. И кроме пленара, который, соответственно, был всегда, мы еще сделали работу в группах, где поставили вот самые такие болевые проблемы, допустим, обеспечение связи в малодоступных регионах. Да? И, конечно, это все сподвигло это все запротоколировано, принято, потому что принимал участие заместитель председателя правительства Максим Алексеевич Акимов, который, соответственно, курирует как раз и транспорт, и связь. И, кстати, во время совещания успели поговорить даже и обсудить и Ленский мост, и аэропорт Якутск, и дороги. То есть вопросы не только цифровизации. Для нас это очень круто. А почему был выбран? Ну, как сказал Максим Алексеевич Акимов, что Якутия один из лидеров цифрового развития, регион-лидер на Дальнем Востоке точно, ну и в Российской Федерации один из лидеров, как сказал, который начинал с низкого базиса, но показал последние 5 лет быстрый рост. Ну, если вкратце, то какие основные вопросы стояли в повестке этого мероприятия? Ну, как я повторил, конечно же, первое, сейчас, вы знаете, приняты федеральные нацпроекты, в том числе один из нацпроектов – это цифровая экономика. И буквально в эти дни, так совпало, мы как раз подписывали соглашение, мы, это регионы, подписывали с Минкомсвязью соглашение по реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Там по 5 направлениям: это информационная инфраструктура, это информационная безопасность, это кадры для цифровой экономики, по цифровым технологиям и по госуслугам. И, конечно же, соглашение, оно, так как сделано впервые, там вызывало очень много спора среди регионов. И вот основной темой пленарки, конечно, стало вот это подписание соглашений, параметры, цифры. Это все связано с финансированием на 2020 год и последующие. То есть это было очень бурное такое совещание, где регионы отстаивали свои интересы, а федералы пытались продавить собственные, и собственное видение, скажем так. Ну и вот все-таки компромисс найден. И на сегодняшний день все соглашения благодаря нашему совещанию подписаны. Ну вот что касается соглашений, я знаю, что в рамках совещания было подписано соглашение с предприятием «Космическая связь». Какое оно имеет значение для тех, кто на спутнике сидит? И удалось ли, самое главное, удалось ли договориться о том, что будут снижаться тарифы на спутниковую связь? Ну, на самом деле, хочу, наверное, сказать честно, да, что на самом деле действительно соглашение подписано между космическими системами и нашими учреждениями. Это региональный центр информационной технологии и нашим ГУП ТЦР. И, конечно, действительно, по факту они сейчас идут к тому, чтобы расширить каналы, потому что помимо стоимости есть еще возможности, да, то есть ширина канала.
Вот. Что касается стоимости, конечно, тут очень сложно говорить. Вот сейчас сразу сказать, что цены будут понижены, я так говорить не буду, потому что все зависит от потребления. То есть, да, это же рынок. То есть, я хочу напомнить, что связь, в отличие от энергетики, это нерегулируемый тариф. И что позволяет, в принципе, связи развиваться. Да, есть мнение, что если мы зафиксируем цены, то связь перестанет развиваться, не будет денег на новое поколение, да, связи. И, конечно, в этом плане мы ставили вопрос, глава республики Арсений Сергеевич лично, когда выступал и на форуме Арктика в Санкт-Петербурге, и на этом совещании ставил вопрос, скажем так, дорогих тарифов на спутниковых каналах. Но тут две вещи хочу сказать. Во-первых, сейчас идет эксперимент в 2 субъектах Российской Федерации, где вот как раз вводятся новые параметры, так называемые 6/2, да, где и канал пошире, и тарифы, конечно, пониже. Второе, это, конечно, надо ждать, когда появятся новые спутники на орбите К-диапазона. Это 2021 год, когда появятся просто другие возможности, да, для сигнала. Третье, это, конечно, принимающие станции базовые, потому что вот как, допустим, мы установили вот буквально перед совещанием на новые теплоходы оборудование спутниковое, которое на подвижные транспортные средства ставится. Но там, допустим, принимающая станция была 16 мегабит всего, то есть, а сверху могли 150 спустить. Поэтому здесь тоже надо развиваться с наземными станциями. И последнее, что я хотел сказать, что, конечно, мы стараемся максимально спутниковые каналы заменять на наземные. Вот, в частности, по Оленьку, допустим, да, мы вот уже подписан контракт с Ростелекомом, и в 2021 году мы придем в Оленек, и там будет ВОЛС. И мы вот как раз обсуждали то, чтобы максимально, какая возможность есть, менять на ВОЛС. И вот у нас хорошая новость, буквально, опять же, в этой даты так все совпало, 18 числа был завершен конкурс на подключение социально значимых объектов в Республике Саха-Якутия. Стартовая цена его была 1,7 миллиарда. Я поэтому, когда отчитывался за год, говорил, что я громко не буду говорить, но сегодня надо сказать, что цена контракта где-то 1,5 миллиарда. Есть определенный победитель, и благодаря этому контракту будут подключены больше 1000 социально значимых объектов. Это ФАПы, это школы, это объекты здравоохранения, там Центральная избирательная комиссия, Росгвардия, муниципальные администрации. То есть, и вот там мы на эти средства как раз будем стараться максимально переходить на наземную, скажем так, инфраструктуру, пытаться максимально построить наземный ВОЛС, да, но что-то все равно у нас останется на спутнике. Поэтому по спутникам мы сейчас идем на расширение каналов. По стоимости, жизнь покажет, увидим. Но вот что касается подключения социально значимых объектов Якутии, примерно в какие сроки это все должно быть уже завершено? Контракт рассчитан на 3 года. То есть вот буквально вчера вышел протокол, на днях будет в течение 10 дней подписан контракт, и начнется стройка. То есть там мы планируем все это завершить тоже, получается, до конца 2021 года. В 2017 году было построено 211 объектов цифрового телевещания, благодаря чему более 95% якутян получили возможность смотреть цифровое телевидение. Теперь данная инфраструктура будет использоваться для обеспечения широкополосной беспроводной связи. Когда это будет происходить и как скоро это будет реализовано? Вообще, если честно, по итогам вот как раз есть возможность рассказать действительно такие вот интересные вещи, которые произошли на форуме, но 2 такие новости, я считаю. Во-первых, это вот как раз то, что вы сказали, это то, что РТРС, телевышки РТРС будут подключаться по БШПД, да, и у нас там появится возможность тоже не только давать цифровую картинку, но и другие возможности появляются связи, о которых вы узнаете чуть позже, но нужно понять, что туда подтянется высокоскоростной интернет, и у нас это тоже улучшает, скажем так, качество инфраструктуры в Якутии. Второе, это то, что я с весны ставлю вопрос по подключению к сотовым операторам наших федеральных трасс, автодороги Вилють, Колыма и Лена. Вы знаете, что у нас дороги улучшаются, дороги строятся, скорость увеличится, и постоянно происходят аварии на этих дорогах.
И медицина катастроф для нас это не менее важное тоже направление. И доли секунды бывает решает, ну, как бы, и цена жизни. Поэтому этот вопрос был поставлен на этом совещании. Олег Анатольевич Иванов, который курирует связь, поддержал нас. Буквально сейчас будет сформировано письмо главы на имя Носкова, и мы будем отрабатывать. И сейчас, в общем, наша инициатива поддержана будет, и мы до 2024 года завершим вот как раз вот, организацией сотовой связи на всех 3 федеральных автодорогах. Я считаю, что это будет большая победа, что вдоль дорог у нас будет связь, и можно будет спокойно пользоваться интернетом, звонить, то есть с любой точки на автомобильной дороге. Ну, что касается оптоволокна, в этом году было запущено несколько важных стратегических магистралей, но возникает вопрос, можно ли подключить все населенные пункты республики к этой линии связи? Ну, есть ли такая цель вообще? К нам приезжал, нет, ну смотрите, вот вопрос в чем. Действительно, на самом деле мы сделали действительно очень много. Я в Инстаграме периодически получаю письма о том, что вот Анатолий Александрович рассказывает там про победы, про Волс, да, вы знаете, вот там, где пришла оптика, ну да, пришла оптика, конечно, люди уже, ну, как бы успокоились, да, там, допустим, Вилюйская группа Волсов, с Ангара мы пришли, да, Заречная группа Волсов, там, Намцы, Хангаласский район, я уже молчу там про Ленск, Мирный, Нерюнгель, Алдан, Алекминск. Там действительно связь хорошая, сейчас мы договариваемся и с Билайном, в том числе мы договорились, что они больше 200 с лишним станций будут менять на 4G, потому что люди, когда говорят про интернет, нужно, Иван Викторович, ну вы как специалист понимаете, что речь идет не только про провод, да, что просто вот в проводе у нас интернет появился, но и в целом все же ушли в мобильный интернет. У нас 85% населения приобрели смартфоны, и на самом деле, я как понял из общения с людьми, больше речь идет как раз про мобильный интернет. Да, вот там, конечно, нам нужно поработать, да, то есть транспорт пришел, оптика настроилась, теперь сотовые компании должны базовые станции с 2G, с 3G менять на 4G, это инвестиции. И не всегда они окупаются для них, потому что населения у нас мало, вот, потребление не очень высокое, естественно, ну, не всегда это окупаемо, но мы, тем не менее, ведем переговоры, и вот тот же Билайн, он ведет большую реконструкцию своих базовых станций. Теперь, что касается последней мили, так называемой, да, мы договорились, у нас приезжал президент Ростелекома Осиевский, были проведены переговоры с главой республики, и на самом деле достигнута договоренность, что местный оператор, этот ТСР, станет провайдером последней мили, потому что Ростелеком все-таки делает магистральные линии, да, то есть он приходит в районный центр, вот, а мы будем тянуть уже в маленькие поселки. То есть, и вот это решение тоже принято, и мы со следующего года вот такую программу примем, будем улучшать связь в маленьких населенных пунктах. Анатолий Аскалович, я благодарю вас за беседу, спасибо, что ответили на наши вопросы. Я желаю успехов вам в вашей работе. Спасибо, приглашайте еще. В эфире.